В столицу Алмазного края из Москвы прибыла лампада с частицей пламени вечного огня, зажженного у могилы неизвестного солдата. Торжественная церемония зажжения огня памяти в Мирном состоялась на площади Трех мечей и стала центром патриотического праздника, собравшего жителей города и гостей. Участники мероприятия смогли почтить память героев, вспомнить о великих подвигах и жертвах, которые были принесены ради общего блага. Огонь был взят непосредственно с могилы неизвестного солдата с Александровского сада в городе Москве. Данный огонь разойдется в 20 стран мира и также по регионам Российской Федерации. Сегодня в Мирнинском районе проживают 24 ветерана тыла, 2 несовершеннолетних узника концлагерей, 5 вдов ветеранов Великой Отечественной войны и более 600 детей войны. Эти люди, живая память о тех героических событиях и их присутствие на торжествах придает особую значимость и трогательность празднику. Особое внимание было уделено вручению юбилейных медалей детям войны. Эти медали стали знаком признания и уважения к пережившим тяжелые времена войны детям, которые в силах перенесли множество испытаний в своем детстве. Помню, как отец пришел в 1946 году. Мама умерла у нас в войну. У нас осталось 3 девочки-сирот, трое один. Мы росли с бабушкой. Ну и вот там приезжали, если в детский дом хотели забрать. Там где в глуши куда-то ведь надо было в город везти. А бабушка нас спрятала и не отдавала. Конечно, по уши наголодовались. Жили очень плохо. Отец пришел раненый, контуженный. Он Ленинград защищал. Пришел в 1946 году. Мамы не было. В общем, пришлось очень трудно. Помните прекрасно годы голодные и холодные. Ну, все так. Вот так очень даже хорошо помню. В честь 80-летия Победы прошел масштабный автопробег. Мероприятие собрало множество участников, автомобилистов, мотоциклистов, ветеранов, молодежь и жителей города, которые проехали по центральным улицам, выражая свою благодарность и уважение к героям прошлого и настоящего. Колонна автомобилей была украшена флагами и символикой Победы, создавая торжественную атмосферу. Автопробег стал ярким напоминанием о важности сохранения исторической памяти и единства, а также необходимости поддерживать наших героев, которые сражаются за мир и свободу. Сегодня в нашей автоколонии находится машина, автомобиль, приобретенный на средства сотрудников горно-транспортного цеха МНГОКа, отремонтированная сотрудниками и волонтерами благотворительного фонда «Мы вместе». Да, кстати, я еще хочу поздравить всех наших волонтеров. Теперь мы получили юридический статус. Мы благотворительный фонд «Мы вместе» Мирный. Вот. У нас теперь гораздо больше возможностей помогать нашим ребятам. Вот. И машина, про которую я начала говорить, да, в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции. Это очередная наша машина. Сегодня в Мирном прошел автопробег, посвященный празднованию 80-летия Великой Победы и поддержки участников специальной военной операции. На нашем мероприятии присутствовало более 40 машин, более 40 автомобилей и порядка 25 мотоциклов. Автопробег проводился благотворительным фондом «Мы вместе» Мирной. Мирницы также участвовали в акции «Вальс Победы». Десятки танцовщиков, среди которых были совсем юные участники, не просто исполнили танец, а воссоздали атмосферу 40-х годов, передавая дух тех времен. Мероприятие стало ярким напоминанием о героическом прошлом и объединением поколений в память о Великой Победе. В акции приняли участие студенты Мирнинского регионального технического колледжа и всех его филиалов, а также кадеты, которые украсили мероприятие своей торжественной подготовкой и патриотизмом. Этот день стал важным событием, объединяющим жителей города в память о героическом прошлом и ценностях мира и единства. Сегодня наш колледж принимает республиканской акции «Вальс Победы». Это для нас очень важно и очень значимо, особенно для молодежи. Приветствуется участие
наших филиалов. Это у нас студенты Светлинского отделения принимают участие. Принимают участие у нас воспитанники кадетской школы, это филиал в Чернышевске, и, конечно, головное учреждение. В Мирнинском районе проживает 2 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 5 вдов участников Великой Отечественной войны, 25 ветеранов Трудового фронта. В городе Мирном проживает старейший житель района, ветеран Трудового фронта, вдова участника Великой Отечественной войны, почетный гражданин Мирнинского района Нина Ильинична Проводорова. Слава труженикам тыла! Поколение солдат Победы и подросшие дети войны совершили великий трудовой подвиг, создали алмазодобывающую промышленность, построили города и поселки Мирнинского района. В каждом населенном пункте есть памятные места, куда фронтовики 9 мая приводили своих внуков, чтобы они помнили о понесенных жертвах и знали, какого врага остановили наши деды. Мы помним, это была самая жестокая и самая кровопролитная война в истории. А наша армия победила и спасла весь мир от фашизма. А потом солдаты Победы, подросшие дети войны, совершили трудовой подвиг. Восстановили разрушенную страну, построили новую промышленность, создали наш Мирнинский район. Мы сегодня равняемся на свершение старшего поколения. У них мы учились правде, вере, мужеству и чести. И наши ребята сейчас в зоне специальной военной операции поднимают знамя победы над освобожденными территориями. Мы ждем их домой с победой. Мирнинцы почтили память миллионы наших погибших сограждан в годы Великой Отечественной войны, всех, кто приближал День Победы на фронте и в тылу. В ходе памятных мероприятий участники возложили цветы к вечному огню, отдавая дань уважения и благодарности героям, отдавших свои жизни за свободу и мирное будущее страны. Для города, для всех его жителей День Победы – это, конечно же, величайший праздник. Это самый великий праздник, что есть. В свое время, 70 лет назад, именно ветераны приехали и начинали поднимать этот город с самого нуля. То есть первые палатки, первые производства – это были именно ветераны Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. И, конечно же, уже несколько поколений тех ветеранов, кто сейчас живет здесь, и память о их героизме, их военном подвиге, о их трудовом подвиге, она живет, скажем так, в крови, в сердцах этих людей, наших мирнинцев. Митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, украсил арт-хор «Вокалион» из Москвы. Их проникновенное исполнение военных и патриотических песен придало мероприятию особую торжественность и глубину, тронув сердца всех присутствующих и усилил атмосферу памяти и благодарности героям Великой Победы. Большинство предков мирнинцев, оттолкнувшись от стен Москвы, берегов Волги и вершин Кавказа, с боями прошли в Восточную Европу и разгромили гитлеровскую Германию. Они принудили к капитуляции объединенные силы европейских нацистов и освободили угнетенные народы. Это величайший подвиг навсегда сохранен в сердцах каждого жителя Мирного. Очень сложно сегодня говорить. Это мой дед. Он сибиряк. Он был снайпером, но в конце войны, уже в 45-м, подорвался на мине и вернулся домой в 45-м. Умер от осколков, не дожив немного до победы. Это дед моего мужа,
2 медали за отвагу. Он уже вернулся и работал потом в колхозе. Обычный, совершенно рядовой, обычный человек. Это мой второй дед. Он был главным инженером рудника в Сибири. У него была бронь. Тоже не дожил до победы, потому что очень тяжелые условия работы были. Просто подорвал здоровье. Но он работал тоже на победу. И есть еще один наш героический родственник. Не осталось даже фотографий. Он много лет считался пропавшим без вести. Только в 2000-х годах нашли в братской могиле в Австрии. То есть дошел до Австрии. Обычный колхозник, обычные люди. И сегодня такой день. Это гордость. И если мы помним этих людей, значит, все у нас правильно, значит, мы живые. Мы победим, победа будет за нами. Брат моего мужа всю войну прошел. С Иркутской области он, с Тулуна. Это станция Крымская, мой отчим. Всю войну прошел, и еще потом после войны 5 лет на лесоповале. Я спросила, за что, он сказал, есть хотел. Поэтому лесоповал попал на 5 лет. Вот такие дела. Завершился этот праздничный день грандиозным театрализованным представлением, которое перенесла всех присутствующих в эпоху героических событий, напомнила о стойкости и мужестве наших предков и стала ярким финалом торжеств.